Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Новоселье близко. Новое жилье пострадавшим семьям передадут под ключ, полностью обставленным мебелью и готовым к заселению. В Новом Биное сохраняется активная рабочая обстановка. Строящиеся дома для пострадавших от стихии стремительно приобретают облик. Меры поддержки учителей. Мы знаем, что этот проект для нас, для всех новый. Мы его реализуем в 2 районах в городе Грозном. Очень немножко другой формат и другой подход. Министр образования и науки Чеченской Республики проверил, как реализуется проект «Про рост» в районах региона. Выдающиеся деятели субъекта. В преддверии создания интеллектуального сообщества сама инициатива его создания, идея принадлежали Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову. В Грозном чествовали лауреатов премии интеллектуального центра «Серебряная сова». Имена победителей узнаем в этом выпуске. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил об успехах на Харьковском направлении в районе Волчанских хуторов. В рамках специальной военной операции там задействованы бойцы батальона «Запад Ахмат», сотрудники ОМВД России по Курчалоевскому району нашего региона под руководством Рустама и Исмаила Агуевых. Кроме того, участие принимают подразделения Росгвардии и отряды специального назначения. Попытки прорыва со стороны противника окончились провалом. Глава региона отметил, что расчеты БПЛА также работают в режиме постоянного контроля. Выявляют цели, сопровождают и планомерно уничтожают как технику, так и живую силу врага. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Они прошли спецподготовку у высококлассных инструкторов в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. На проводах побывал Ахмед Рамазанов. Очередной многонациональный отряд добровольцев выдвинулся из Грозного. Всех их сплотило стремление защищать самое дорогое – свое отечество. На проводы по сложившейся традиции прибыли председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, а также руководители силовых структур. Самое главное, чтобы вы все знали, в душе были уверены. Ребята, наше дело правое. Мы боремся прежде всего быть людьми, быть мужчинами, чтобы женщина была женщиной, чтобы дети были детьми мужского и женского рода. Самое первое должно быть – это бороться с этой нечистью, с этим фашизмом 21 века. Прежде всего, бойцы, удачи вам! Берегите себя, поддерживайте друг друга. Выполняйте приказы командиров. Самое главное – это дисциплина. Удачи, ребята! Перед отправкой на фронт новобранцы проходят ускоренный курс тактической и стрелковой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина, где с ними занимается опытный инструкторский состав. За короткое время добровольцев обучают оказанию первой медицинской помощи, стрельбе из различного вида оружия и другим важным навыкам, которые пригодятся при решении поставленных задач. Инструктор закона как обычно, лучшие инструктора, лучшая медицина, все это пригодилось было. Бьем укрофашистов очень хорошо. Ахмат боятся, и я сразу скажу, в основном сдаются Ахмату в плен. Узнают, где стоит Ахмат, и выходят, сдаются. Это было много раз. Проявленные этими людьми патриотизм и готовность к самопожертвованию укрепляют национальный дух. Они становятся символами отваги и несгибаемости, напоминая каждому, как важно защищать свою родину и ее интересы. Их поступки не только оказывают военную поддержку, но и формируют в обществе атмосферу единства и взаимовыручки. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов, Вести. Чеченская Республика.
Самый крупный проект региона успешно реализуется. В новом районе имени Владимира Путина продолжается строительство. Бригады трудятся круглосуточно. Какие объекты появились и на каком этапе работы на второй линии, расскажет мой коллега. Грандиозное строительство продолжается. Под шум техники день за днем появляются очертания жилых домов, социальных и религиозных объектов. В районе имени Владимира Путина идет на завершение вторая линия. Одним из главных архитектурных шедевров станет пешеходный бульвар имени Ахмата Хаджи Кадырова. Его протяженность составит 1,8 километра. А еще на второй линии с двух концов бульвара появятся две мечети. Они рассчитаны в сумме на 10 тысяч прихожан. Строительный процесс непрерывен, вне зависимости от погоды. С высоты птичьего полета открывается особенно красивый вид. Каждый объект, возводимый здесь, принесет неслыханную пользу и радость. В шаговой доступности будут расположены бутики, магазины и прочие удобства. На данный момент строители практически завершили этап возведения железобетонных каркасов зданий. Параллельно с этим ведется активное устройство фасадов домов. Продолжается строительство подземного паркинга, который обеспечит комфортную инфраструктуру для будущих жильцов. По словам строителей, все идет очень даже хорошо, без проблем с поставками и рабочим процессом. Армия умелых рук достаточно большая, чтобы делать все быстро и качественно, благодаря поддержке руководства региона. parking stilla vaihtoehto kommertsista. Itse daha duilder som en maskin slaget på met schema håller. Då etajne svarta parkoostmet så svart parking sjös. Det bys i dos dina bysna shin qasmena da bys belos buku da belos bes da loibu. Och mer da sels kanske har zdahte all så da mola. Это доселе невиданная по масштабу территория строительства. Ее площадь 260 гектаров. Архитектура выполнена в современном стиле с применением элементов арабской и национальной чеченской. Турпа Лолита Исумов, Сайтамин Мусаев и Сайтселим Мампукаев. Вести, Чеченская республика. Чеченская республика вновь протянула руку помощи соседям. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставил масштабный гуманитарный груз в Дагестан. Колонна спецтехники прибыла в село Мамиткал и в другие наиболее пострадавшие районы региона. По поручению Рамзана Кадырова туда передали не только продукты, но и все необходимое для восстановления быта. Руководство Дагестана высказало свою благодарность президенту фонда и руководителю субъекта за их регулярную помощь с первых дней бедствия. В усиленном режиме продолжается строительство домов, предназначенных для пострадавших от стихийного бедствия. Высокие темпы работ на участке отмечали и федеральные чиновники. Медина Мударова побывала на площадке и расскажет о последних изменениях. Эти дома растут буквально на глазах. Трудно поверить, но еще совсем недавно здесь было чистое поле. А сегодня рабочие уже укладывают кровлю. Новое жилье пострадавшим семьям передадут под ключ, полностью обставленным мебелью и готовым к заселению. Всего за 1,5 недели завершили возведение стен на большинстве участков. Сюда переедут семьи из Ножеюхтовского района. Дома этих людей стали непригодными после разрушительного наводнения. Чтобы успеть в срок, работа на объекте не прекращается ни на минуту. Все фундаменты готовы, стены уже почти все готовы процентов. И начали кровлю делать. И в некоторых домах еще идет внутренняя обделка. Да, мукла. Работаем 3 смены. Все у нас есть обеспечение. Вообще диквитал идея. На стройплощадке задействованы сотни специалистов. Пока одни завершают кирпичную кладку, другие уже приступают к монтажу стропильной системы. В домах будет располагаться спальня, кухня и санузел. Работа идет слаженно. Сами строители признаются, масштаб задач их не пугает, а напротив мотивирует. Дефицита в ресурсах нет. Необходимые строительные материалы завозятся на площадке своевременно и в полном объеме. Параллельно с внешними работами начинается подготовка к внутренней отделке. В дома завозят стеклопакеты, подводят инженерные коммуникации.
Ой, мака дониш хилир, нахан духузиниш хилир. Ой, пачхай самуанца дал мола. Познахан чуба хусмиш ящу, а хусмиш дал мола бертки хилю. Адам павия гушту хазнайсан. А на этих кадрах 43 дома возводятся уже в селении Комсомольское. На участке работают 500 рабочих, задействовано около 20 единиц спецтехники. Здесь работы идут также в ускоренном темпе. Круглосуточно беш полбу 43 домов. Бетонш, ёля, каткешу, кончдулин, электрики. Да, погоду надо влиять. Дону дала бобса беш сецесойцан беш пухлер. Тогда гады плащу. Каждый этап работ контролирует лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Новое место жительства выбрано в безопасной зоне, где людям не придется опасаться капризов природы. Уже совсем скоро на этих улицах закипит жизнь. Медина Мударова, Маусыр Хаджиев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги премии «Серебряная сова». Она учреждена интеллектуальным центром Чеченской Республики. Финансирует конкурс региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. О лауреатах расскажет Турплали Тайсумов. Высокая оценка работы, признание заслуг. На церемонии вручения премии интеллектуального центра Чеченской Республики собрались именитые ученые, кандидаты наук, литературные деятели, журналисты, представители духовенства. Мероприятие ежегодное, посвящено 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Собравшихся приветствовал председатель Совета интеллектуального центра Микхан Хасбулатов. В преддверии создания интеллектуального сообщества сама инициатива его создания, идея принадлежали Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову. В 2003 году весной, в апреле месяце, он пригласил несколько вузовских работников и творческих деятелей к себе и обратился не с просьбой, а с пожеланием, можно сказать, даже с наставлением, чтобы в республике сплотились творческие и научные силы и была создана организация, которая будет способствовать моральному стимулированию цивилизационных процессов на территории Чеченской Республики. 30 финалистов. Имена победителей запечатаны в конвертах. В номинации «Духовные корни» лауреатом стал Масход Заурбеков, исполнительный директор религиозной газеты «Зори Ислама». Председатель Совета алимов Республики Северо-Кавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадыров вышел на сцену, чтобы вручить серебряную сову. Ахмад Хаджи Хуз Эпхит Шохачера. Здесь шоллогу церемонию интеллектуальный центр Уештан. Алхамдулилля, отюка угореша халха, духовные корни Алла, ицеюлуш, Джунайдик Антана, Масаудана, хара серебряный сова соут, луш лауреат хилицинах. Представить освиньер из. Хаусулу ведри цахом доуз леасун шуна. Цайзер избаку дезры уттол шарах. Советский Союз. Юхан зиол зам юис. Компартийник бе цаадош лили шьоч. Йолч заман чох. Духр исламский газет. Ардахман Масауд. Траш цет дойле. Het joep on dienel giler, herlar wor, trotrash zet dulder, delah der gitemtsa, on dienel la giler, idada. Khalunshna, soberde, niet skecher, chakwelle, duzen dadana, treprit shohan yuhins. В номинации «Образование» одним из победителей был Тимур Якубов, 26 лет работающий в нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. По его словам, все было очень неожиданно, но весьма приятно. Поэтому, когда коллеги так оценивают эту мою деятельность, для меня это, конечно, очень много значит. Наша научно-образовательная, научно-исследовательская такая среда, она указала просто новые вершины. Это номинация «Образование». Сейчас я
активно занимаюсь научным исследованием. Может быть, лет через 5-6 можно будет претендовать на номинацию «Наука». По крайней мере, такой план в голове созрел. Вице-президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Хава Исаева объявила победителя в номинации за подвижничество. Ею стала Сацита Уциева, председатель чеченского регионального отделения Союза женщин России. Ответственно и почетно выступать перед такой аудиторией, но это награда за коллективный труд. Вот благодаря нашим активным женщинам, которые трудятся во всех сферах жизнедеятельности нашей республики, вот такую награду, высокую оценку нам дали. Вы все прекрасно знаете, насколько высоко поднял роль чеченской женщины наш национальный лидер, уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров. Вот, женщины наши очень активно трудятся в политической, экономической, социальной жизни. Поэтому все условия созданы для личностного роста женщин. Еще в ряде номинаций, таких как литература, искусство и других, были отмечены заветными статуэтками лауреаты. К церемонии награждения присоединился заместитель председателя правительства, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, каждый номинированный человек приносит огромную пользу, а условия, созданные региональной властью, позволяют проводить подобные торжества. Двинул дольше, шейтан направление, бахка кимиш больше, вастихагул бахур шер. Туэллу вольчуха, вой команде ахтуна эл дигд ваш хабар. Вой духерлер президент Ахмад Ашда Лазват обулдуэл вольшалу ледешнеш хазак войн. Туэллаг халвак губат вой قوم واسطة شخص وردات وي أولتانا تولق حلوة بوي تولشنا ال دوش دوي قز قيقرنا دير إزغيل دالا هينتسن ويات حبرت بولشة هرسن خز بلغش تحنا بياتش أحمد عجيد على غزوة طوبل دولسن نيقطع شغلوش بقول شغلوش تعدغ إيمان حيغل صبر نيت. Номинация «Журналистика» была особенно актуальной в связи со всесторонним освещением стихийного бедствия на территории нашего региона. Ахмед Дудаев отметил высокую оценку федеральных чиновников, посетивших субъект с целью ознакомления оказания помощи населению, а она стала огромной. Федеральный министр Жбольш, федеральный министр МЧС России, министр природы, министр строительства, юг правительственной комиссии, царца, царь хомох кол дасабан, хажа, войн хил бугамш, угур квертнига, и хиш тадилер бахандольш, войн махар природный катаклизм, юг вейтха, вейглият телушум дати, и белош нохче шуа хитча, нохче шуа айдло, مخكدا رمزان عش سبين بلغش حاجة عجنا تحر دعبغ لسويشاني يش صار بوغا أخطأ شو عخام غيرش كعقبيوش بولشان هلا وعمسان خز خردوي تلويدينش كعبولشان وإدعاء جايتنش حاجتون خز خردوي إذا поставили рекорд в России. В истории России никогда не было такой реакции руководства властей на любые ЧС, на природные катаклизмы. خطدالر خصيالر هو أبوهم شخلر تيجا اتمتي عت إخواتين دول عيد لو اتكي برسيغ ناغن غنا واستل دياشا истории России цахил да рекордсмен что шубах он дальше дег айдел мобилизователен ег команд мобилизователен улицу так я ещё фиксация ущерба ю твоя ещё так не ла социальное учреждение нахчур арбар цатаг лаз савяш садел гнагет ма цатаг дахыл гырцахулш мос агвар так ущерб оценитен цунахши бабиш бол киехты бол ма бу айдел бар ма дукку ханниш ибел шак бол цаш اتزدين عدون حلا يولن هسمش هسمش يوغن شون نوچه حلا واخا قوانسون هسم بوغا دك داخر دو داقا شاي هسمش يوغن بولچانا كيلز ان واش حال دياش زيل يرچ حالياش نوچه شوا شولوش دين عدون سا اخيت ادال ساك اير سوغن بنات ايهم و نوچه شوا خلا وجيت اتخونش تخكن حال دياش تين واش لو گيمسين گونا قيچ تحت نسلون بونشكا Так, цега ущерб хильчна, она еще федеральный центр согласовательный, еще процедуру шхиллал цаш, я еще выплачешь. Вы поставили рекорд в России. В истории страны не было такой реакции. Дал духуавай, ваймех да Рамзан Ажа, так,
أعمد حاجة كمان بوجا وإنترنت شواش قميل ديش إلر إدو أعمد حاجة نيق بوج ده لازم تقول إدو تندلا ده البرت صعب وشو هو نيق يعشاد وباك كان شون قصة دريسل. Одним из победителей номинации «Журналистика» стал ведущий ГТРК в войнах Лом-Али Зурушев. Он работает в этом направлении очень долгие годы, причем без какого-либо перерыва. Однако победу посвящает всей компании. Лауреатом в номинации «Журналистика» стал выдвинутый общим собранием коллектива ГТРК в войнах заслуженный журналист Чеченской Республики Зурушев Лом-Али Абусупянович. Я буквально до последнего в это не верил, пока меня не пригласили на сцену и не объявили, что я в номинации «Журналистика» стал лауреатом. Но мне было приятно, до сих пор меня вот это чувство не отпускает. Вот. И пользуясь случаем, я еще раз хочу сказать огромное спасибо, во-первых, нашему главе Рамзану Ахматовичу Кадырову, который не только для журналистики, но и для всей республики, для всей страны делает очень много. Спасибо ему за все. Ну и, конечно, не могу пройти мимо, опять же, не сказать большое, огромное спасибо нашей команде государственной телерадиокомпании «В войнах», где я на сегодняшний день работаю и буду работать до конца, пока не уйду на пенсию. Кто бы как бы там ни говорил. Еще одним лауреатом премии стала Луиза Бехоева, продюсер редакции художественно-развлекательных программ ЧГТРК «Грозный». Она отметила, что ее богатый опыт и долгие труды полностью себя оправдали. Вы знаете, это так волнительно стоять на этой сцене. Просто эмоции переполняют. Слова, они почти не приходят нам. Просто хочется поблагодарить команду ЧГТРК «Грозный», своих коллег. Эта работа журналиста, она очень интересная работа. Она каждый день преподносит тебе новые знания, новые эмоции, новые знакомства, новых людей. И я думаю, что вообще не бывает бывших журналистов. Это работа, которая тебя забирает целиком, и с ней ты уже как бы сроднился. Эта премия – лучший способ сплочения людей разных профессий и возрастов. Ее учредителем был герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он всегда выражал уверенность в том, что признаки горести исчезнут, а счастливое и спокойное время обязательно настанет. Каждый лауреат прошел огромный путь в своем направлении. Награды – это признание их профессиональных заслуг и качеств. Это мотивирует других, прежде всего молодое поколение, идти вперед к успеху. Турпа Лолита Исумов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Проект «Про рост», направленный на поддержку и развитие молодых педагогов, продолжает свою работу в республике. Как программа реализуется на практике, оценил министр образования и науки Хошбау Дидаев. О рабочем визите в сюжете моего коллеги. Проект «Про рост» учит и финансово мотивирует педагогов оставаться в профессии. Как работает программа на самом деле, оценивает министр образования и науки республики. С этой целью Хошбау Дидаев посетил Урус-Мартановский и Курчалоевский районы. Для молодых специалистов были организованы практико-ориентировочные занятия, направленные на развитие профессиональной компетенции. Также рассмотрели актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения и современные подходы к организации образовательного процесса. Проверка началась в 11-й школе Урус-Мартана. Опытные наставники, включая Алихана Динаева, проводят занятия для молодых педагогов, участников проекта. Хошбау Дидаев представил настольную книгу молодого учителя. Все экземпляры пособия уже переданы начинающим учителям. Гармония, это не просто вырезки из каких-то нормативных актов, законов образования или там, я не знаю, образовательного стандарта. Это именно понимание молодого учителя, который, как и вы, работает у доски, и ответы, на наш взгляд, те самые злободневные, самые актуальные вопросы, которые возникают в процессе нашей и вашей деятельности. Ну а с теми, кто не прошел отбор в проект, министр провел отдельную беседу. Самым заинтересованным дал второй шанс поучаствовать в программе. Я считаю, это уникальная возможность и большое упущение, очень несерьезный подход будет, если человек будет задаваться таким вопросом, и если он, повторюсь, не воспользуется этим проектом, если у него есть, понятное дело, на это, во-первых, желание.
Как внедрена программа среди молодых педагогов Курчаловского района, министр проверяет столь же тщательно. Во второй городской школе, ознакомившись с процессом обучения, провел беседу уже с директорами сельских школ. В республике от общего количества педагогов 51,7, но 52% у нас педагоги до 35 лет. Yok контингент есть. 52% молодой учительщик, десятки тысяч, то и порядка 200 тысяч учеников всего халячка бахазрсов дешевой. Сондайлар, что директор знахаешь долларш. Вот очаха, хоша коуч полнах, стаж коуч полнах. Уж себятни еще орбелицак, наоборот, как бы требование должно быть еще больше. А стажера, учитель школа, бог меня, Подобные проверки продолжат и в будущем. Это позволит держать все образовательные процессы под строгим контролем. Мы знаем, что этот проект для нас, для всех новый. Мы его реализуем в 2 районах, в городе Грозном. Он немножко другой формат и другой подход. Занятия идут, занятия начались по этот проект. Я на днях рассказывал нашему уважаемому главе Рамзану Ахматовичу. Здесь лучшие специалисты, методисты, в частности, Институт развития образования, подключены, работают, группы определены в Курчаловском районе. Не такое большое количество, как нам хотелось бы, но 61 человек прошли первоначальной этап в Русмартановском районе. Это примерно такое же количество. Вторая важная часть проекта, наряду с обучением, финансовая поддержка. В период участия в программе педагоги получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 10 тысяч рублей. Я благодарна Хошбауди Буаровичу, что он дал нам такую возможность участвовать в таком проекте, чтобы получать новые знания, умения, и чтобы мы эти знания могли использовать в нашей дальнейшей профессиональной деятельности, обучать детей. Я считаю, что этот проект будет нам очень полезен, потому что мы, молодые педагоги, должны научиться многому, и благодаря этому проекту мы можем дополнить свои знания по нашей работе. Занятия у молодых учителей проходят в выходные дни, чтобы не мешать основному учебному процессу. Помимо получения дополнительного опыта, итоги конкурса скажутся и на заработной плате преподавателей. Ахмед Рамазанов, Магомед Барханов, Вести, Чеченская Республика. Министр образования и науки Чеченской Республики провел совещание с руководителями образовательных организаций. Участники проанализировали предварительные результаты учебного года. Главный акцент на том, как внедренные инициативы отразились на успеваемости самых младших учеников. Одной из тем стали итоги контрольных работ по чеченскому и русскому языкам. Проверка в 4, 8 и 10 классах позволила детально выявить направления, требующие усиленного внимания педагогов. Несмотря на запас времени, подготовка к государственной итоговой аттестации уже перешла в активную фазу. Хожабау Дедаев подчеркнул, что качественный результат на экзаменах – это итог системного подхода, который начинается уже сегодня. В завершении встречи были определены задачи по дальнейшему повышению образовательных стандартов в республике. Должен быть проведен соответствующий анализ, и в такой-то период назначена работа для исправления ситуации, конечно же, с конкретным выявлением западаний и причин этих западаний. У нас самый большой процент молодых учителей. Сегодня он составляет порядка 52% тех учителей, которые имеют возраст до 35 лет. Эти люди, которых нам нужно, во-первых, удержать в школе. Для этого мы проводим разные проекты. Во-вторых, максимально быстро обучить их, подтянуть, показать, что эти знания нам очень нужны. Любимая сказка оживает на сцене. В Грозный с гастролями приехал Московский театр Терезы Дуровой с мюзиклом «Летучий корабль». Зрителей ждал живой вокал, яркие декорации и знакомая с детства история в новом звучании. Рабиат Гайтиева посетила спектакль. Не хочу о престоле, о любви хочу. На бою, хочу я на бою, я птицею ввысь улечу. Все приданное извела. Культ
культовая сказка советского детства «Летучий корабль» 1979 года. Каждый взрослый помнит, как Иван с царевной Забавой взмывали в небо по стихи Юрия Энтина. А теперь представьте, эти незабываемые хиты оживают на большой сцене. На радость грозненских зрителей Московский театр приводит с гастролями свой одноименный легендарный мюзикл. Постановка объединяет в себе все, что делает театр зрелищным. Живой вокал, яркую хореографию и масштабные декорации. Однако история остается знакомой. Простой трубочист Иван влюбляется в царскую дочь Забаву и готов на все, чтобы завоевать ее сердце. Даже построить невозможное – настоящий летучий корабль. У царевой дочки жизнь нехороша. Да меня батюшка хочет выдать замуж за нелюбимого. А я вот решила, буду оборону держать. Работа над мюзиклом заняла не один месяц. От постановки вокальных партий до сложных сцен с декорациями. Особое внимание к музыке. Все композиции звучат вживую под аккомпанемент оркестра, скрытого от глаз зрителей. Нам бы очень хотелось, чтобы у нас, у наших детей и у ваших детей были единые любимые песни. Если песни будут приняты, поняты, если они будут любимы и нашими детьми, и вашими детьми, это уже залог и дружбы, и успеха, и единения, и так далее. Это очень важно для нас. Стоит отметить, что специально для театральной версии Максим Дунаевский написал еще 7 новых музыкальных номеров. Именно это стало приятным сюрпризом для взрослых поклонников мультфильма. Те, кто хорошо помнит оригинал и с интересом открывает для себя его новое звучание. Мультипликационная версия – это одно, но сегодняшняя работа, именно режиссерская, постановочная работа, это что-то, во-первых, очень очаровательный актерский состав, потрясающие костюмы, грим и, конечно же, декорации, все трюковые, танцевальные, вокальные, живой оркестр. И сегодня здесь еще 7 песен новых прозвучало. Все это, конечно, дает, еще раз говорю, большое ощущение радости. Постановка выстроена таким образом, что внимание публики не ослабевает ни на минуту. Динамичные сцены сменяются лирическими, а музыкальные номера органично вплетены в развитие сюжета. А я не хочу, хорошо. Очень ярко, очень красиво там. Все так подготовились. Очень классно. Это все еще учить же надо. Сколько-то месяцев надо, чтобы это все учить. Прям очень хорошо. Прям песни как у звезды, все. Дети с искренним восторгом следят за каждым движением на сцене и не скрывают своих эмоций, смеясь и аплодируя. Мне понравилась Ваня трубочист, который падает то с лестницы, то в трубу залетел, то из печки вылетел. Нам понравился Водяной, потому что он играл на трубе, у него 3 лягушки, очень классные, они веселые, радостные такие. Очень красиво было, музыка прекрасная была, все было просто идеально все было. Я на самом деле в первый раз побывала в театре, и мне прям очень понравилось, особенно живая музыка, очень красиво было. Я тоже была первый раз в театре, мне очень понравилась Ваня, он все равно трубочист, но он очень прикольный и веселый. В Государственном русском драматическом театре имени Михаила Юрьевича Лермонтова отмечают, что подобные проекты играют важную роль в культурной жизни региона. Не первые гастроли московских театров в Чеченскую Республику, это уже стало доброй традицией. Каждый год к нам приезжают столичные театры, привозят свои лучшие постановки. И, как было замечено недавно в Совете Федерации, все это связано с тем, что руководство республики уделяет огромное внимание развитию культуры и театрального искусства в целом. А уже за кулисами нам удалось пообщаться с главной героиней и Забавой. Актриса Дарья Лукьянченко признается, что, несмотря на сказочный сюжет, ее героиня переживает самые настоящие чувства и тревоги. Я смотрела в основном в центр, и там сидела взрослая публика в основном. И особенно как раз-таки на этой песне «А я не хочу по расчету». Когда я маршировала и пела, я видела, как всю песню и мужчины, и женщины, в основном мужчины почему-то, вот так вот хлопают, как будто «Да, мы с тобой согласны». Это было так здорово, потому что ты отдаешь энергию, и тебя люди поддерживают, ты чувствуешь, что это твой месседж, он понят. И как бы мы все
по любви. Эта песня о каждом из нас. Эти гастроли для театра Терезы Дуровой стали первыми в Чеченской Республике. Накануне коллектив представил еще одну постановку – спектакль «Волшебная мельница Сампа». И судя по реакции публики, это только начало большого знакомства. Грозный уже готов снова встретить театр на своей сцене. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Жабраилов, Магомед Утаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся международный турнир по вольной борьбе лиги DWC. Участие в нем приняли около 700 человек. Борцы были как из регионов России, так и стран СНГ. В течение 2 дней спортсмены выявляли лучших в 50 весовых категориях. На ковре была серьезная конкуренция. Все участники имели опыт выступления, и каждый показывал высокое мастерство борьбы. Результаты по-разному. В Чечне сейчас борьба у нас процветает. У нас очень много бывает чемпионов России, чемпионов Европы, первенства Европы. Каждый год практически. Но в целом по СКФО очень хорошие ребята, так как у нас борьба развита. Но меня приятно удивили и те ребята, которые приехали из ЮФО, скажем так, да, городов, которые входят в ЮФО. Это Севастополь, с других городов России. Там тоже очень хорошо подняли, хорошую конкуренцию тоже показывают ребята, которые приехали. Мы стараемся такие масштабные турниры проводить у нас в Грозном, все стекаются сюда, но в других регионах, когда мы проводим, именно лига работает. Вот мы недавно относительно были в Воронеже, сейчас у нас ближайшее в мае и Саратов, и Воронеж участие. Оттуда, когда мы куда-то едем, свой турнир проводим, те ребята обязательно приезжают сюда, в Грозный. Так что мы, можно сказать с уверенностью, что влияем на развитие. В Грозном прошел финал всероссийских соревнований по картингу «Приз Ахмат». Более 100 участников из разных регионов страны вышли на трассу автодрома «Крепость Грозная». Как разворачивалась борьба на трассе, далее в сюжете. Команды прибывают на площадку, а в технической зоне идет обязательная проверка гоночных машин. Специалисты здесь тщательно осматривают каждый карт, от состояния шасси до соответствия регламенту. В этом году финал всероссийских соревнований по картингу «Приз Ахмат» собрал 108 участников из 22 регионов России, а также из Беларуси. География турнира в очередной раз подтверждает его высокий статус и значимость в календаре автоспорта. Несмотря на дождливые условия, гонка обязательно состоится. Пилоты уже перешли на специализированные дождевые шины, обеспечивающие лучшее сцепление с мокрым покрытием трассы. Команда завершает последние приготовления, а гонщики занимают свои позиции на стартовой решетке в ожидании сигнала к началу заезда. Первыми на трассу выходят претенденты на победу в классе микро. Это самые молодые участники. Им всего от 6 до 12 лет. При наблюдении за заездом даже сложно поверить, что за штурвалом дети. Соревнования прошли на автодроме «Крепость Грозная». Трасса, хорошо известная своей технической сложностью. Узкие связки и скоростные прямые требуют от пилотов максимальной концентрации. Мне было очень трудно, потому что, если я правильно помню, на 5-м кругу началась проблема с машиной из-за того, что в карбюратор попала грязь. Мне из-за этого было трудно приехать первым. В результате меня 2 человека обогнало, и я получился по итогу 3-й. Кульминацией программы стали заезды категории КЗ-2, самой быстрой и зрелищной. Именно здесь развернулась наиболее напряженная борьба. В условиях мокрой трассы пилоты шли на пределе, и не обошлось без инцидентов. Контакты и вылеты за пределы трассы, которые меняли расстановку сил. Артем Северюхин, пилот команды «Лада Спорт Роснефть Джуниор» под номером 28, с самого старта захватил лидерство и уверенно удерживал его до финиша. После гонки наша съемочная команда смогла поговорить с пилотом и узнать его тактику победы. Это было достаточно неожиданно, просто сориентировался на старте и дальше удерживал лидерскую позицию. Очень приятно выиграть после года перерыва в картинге. Один раз я уже тут побеждал 3 года назад на чемпионате России, и опять же очень приятно победить здесь вновь. Инженер
Турнирный штаб и тренеры сделали ставку на стабильность и точный расчет. И эта стратегия полностью себя оправдала. Нормально справились, я доволен. Выиграли в классе окей, выиграли в классе КЗ и, по-моему, выиграли даже в классе супер-мини. По итогам финальных заездов определились победители и призеры в 6 зачетных классах и общем командном зачете, которые поднялись на пьедестал, где им вручили памятные кубки. Рабиат Гайтиева, Лёма Мандиев, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.